Так, ну, значит говоря, проснулись мы в гостинице Ковчег. Вот, сняли вчера одноместный номер. Вот такая вот здоровенная кровать. Сам номер, как бы одна коробочка, окно, дверь и, ну, вешалка с зеркалом. Значит, вот такой вот архаичный телевизор, который при этом все равно не работает. Есть интернет, нам сказали, но интернет настолько слаб, что наш мобильный, который одну палочку, даже не 4G, даже не 3G, а какой-то там, не знаю, буковку Е показывает на телефоне, он и то намного быстрее. Самое интересное, да, конечно, не хочу придираться так совсем уж, но все розетки вот на скотче. Да, вот такие вот дела у них, короче говоря, вот так вот провод от телевизора. Ну, как бы нельзя в гостиницах такие вещи допускать, насколько я знаю. Они все такие. И вот это, и там, тут вообще тут замотано скотчем хорошо так. Из плюсов только мы нашли для себя это то, что есть обогреватель, который действительно хорошо нагрел комнату. И вот пластиковое окно, оно с москитной сеткой. Москитная сетка. Да, это плюс, это несомненный плюс, но все остальное, извините, просто грязно и очень неприятно здесь находиться. Я, конечно, может быть, сильно придираюсь, да, но по углам действительно, вот смотрите, вот, просто мусор. Да, там, где я вчера тоже сел, я босиком хожу, к ногам все прилипает. Попробовал включить компьютер, но ноутбук здесь, стол липкий. Ну, так не должно быть, мне кажется. Ну и все, в принципе. Поэтому мы сейчас... Да, кстати, ага. Удобств в номере нету. Мы думали на этаже, но там воды нету и как бы все грязное. Да, поэтому вот как-то вот так. Поэтому мы по-нашему пораньше проснулись и сейчас, наверное, свалим отсюда. Да, и стоит номер 2000. Дороговато по сравнению с... Вот, смотрите, да. Вот этот просто... Хорошо, что у нас есть своя постель. Да. Вот мы возвращаем. Короче, честно говоря, ужас тихий такой. Ну да ладно, что мы не видели. Мы видели, честно говоря, и похуже гостиницы на своем пути. Поэтому, да. Это уже просто дорога нас прижала, поэтому мы решили остановиться, отдохнуть. Ну, отдохнули, что? Дальше поедем. Вот так вот. Ну и теперь стал вопрос, покушать ли здесь. И что-то мы все так дружно сказали, нет, мы лучше в другом месте покушаем. Ну, тут такая грязь, что да. На кухне. На кухне может быть вообще ужас. Так что кому-то рекомендовать или не рекомендовать я не буду, потому что случаи бывают разные, да. Вот это по факту. Может быть, нам такой номер попался, может еще что-то. Может, так звезды сложились. В общем, как-то вот так. Вот, мы заехали в кафе, наконец-то, типа столовой. Такое хорошее, красивое, уютное кафе. Здесь, в принципе, хорошее меню. Сейчас оценим еду. Так сделай. Ну, понятно. Вот, и, в принципе, довольно-таки недорого. Что у нас там, 504 рубля, да? 572. 572. Ну, не совсем, но нормально, короче говоря. На троих завтрак с салатами. Нормально. Главное, что тепло, светло. Тепло, да. Сухо. И что там погода там? Да, прямо вообще. И вот какой вот такой вот там разносы. Сейчас будем кушать. Короче говоря, вот эта вот кафешка, здесь действительно кормят хорошо. Насчет недорого, не знаю, не скажу, может быть и недорого. Средняя, короче говоря. Есть рядом автосервис, есть заправка Оазис, а кафе не Оазис называется, да? В общем, тут как бы группа кафе, вот мы их проехали, их тут несколько. А там поселок какой-то безымянный, Кордон. Это Кутулик.
Это мы были Кутулукский район, да, Кутулик. Проехали мы его как раз и на выезде из города. Получается, вот это вот кафе. Внимание, остаток бака. Да. Короче говоря, вот это можно смело порекомендовать. Короче, беда нас преследует. Беда. Ладно, ну мы поехали. Бороться. А мы все едем, а дождь все не перестает. Картина маслом. Дождь накапал, называется. Кафейки закончились. Вот ищем газовую заправку. Ну и в принципе вот такой пейзаж за окном. Справа у нас просто бугры. А слева такая небольшая долинка с лесами. Сейчас вот на возвышенность заберемся, и там будет все очень хорошо видно. Сидим, кино смотрим. Вот у нас кино идет, жуков показывают. Кто-то смотрит, а кто-то слушает. Я, например, слушаю больше. Дождь такой как бы сильный, такое ощущение, что вот даже видимость ухудшается из-за этого. Да, вот надежда на то, что машина помоется, потому что она после Нюрнбергской, после Тындинской дороги, она очень грязная, прям конкретно грязная. Дождями так чуть-чуть поотмокла, но не совсем. Трафик на дороге вообще, можно сказать, ни о чем. То есть попутные машины, есть встречные машины, ну и все. А так, чтобы кого-то обогнать, была проблема. Вообще нету. То есть дожидаешься того момента, пока знак появится, обгон разрешен, и все, и спокойно обгоняешь. Да, вот вывеска, Земенский район. Ничего не изменилось. В принципе, хочется сказать, отметить, что дорога Иркутск-Красноярск, она в таком, вот ее та половина, та часть, которую мы проехали, она в хорошем состоянии. То есть, если есть ремонт, то он небольшой, там видно, что делается, что рабочий, есть не просто так расковырякана дорога и брошена. Нет, все нормально, все работает, все отлично. Едем дальше. А вот у нас дождь прекратился, пришли хорошие новости. В Красноярске нас ожидает хорошая погода. Вот, и здесь дождик сразу прекратился. Единственный минус — это у нас кончился газ. Ну, бензин-то, в принципе, дофига, поэтому не страшно. Вот велосипедист едет. Как он в такой дождь туда поедет? Это ужас, конечно. Часто очень стали появляться кафе различные с гостиницами. Вот даже автомойка есть. Но при данной погоде она, наверное, не нужна. Вдали от Джон называется. Кошмар. Река Ака, кстати, река Ака. Ребята, вот так вот она выглядит. Ну, понятно, что еще не так давно была весна, половодье и все такое. Ну, полноводная сейчас. Там островки подтопленные. Поселение Ухтуй. Нам прям. Поверните налево. Да. Так, ну короче, мы нашли газовую заправку, ну, грубо говоря, практически по памяти. Заведенку, что она там одевается? Вот, что еще там случилось у нас? Мы заправились газом, нормально. Подогнали нам карточку Крайснефть. Что ты так близко говорил? Подогнали нам карточку Крайснефть. Теперь у нас Крайснефть будет заправки чуть-чуть подешевле. Погода, вот прямо смотрите, вот уже видно, что небо, и небо, оно голубого цвета, вот уже проблески такие среди облаков. Прорехи, так сказать. Нас попросили оставить здесь погоду. Да, и нам сказали, отцепите ее от багажника, она где-то от бампера заднего, она где-то за вами трется. Настроение вот прям сразу улучшилось. Ладно, мы едем дальше. Ну все, мы продолжаем движение, у нас даже солнце появляется. Мы въехали в Куйтунский район. Все хорошо. Трафик на дороге небольшой. Изредка встречки, изредка попутки. Не так, как в те доковидные годы. Также можно сказать. Все хорошо. Едем. Настроение отличное. Получается, у нас, вот, если вправо посмотреть, у нас там просветы, да? А если посмотреть влево, то там, в принципе, тучки. Все, едем дальше. Нет, ну смотрите, полей как бы много, очень реально. Здесь поле, потом там поле, с другой стороны поля были.
Куйтун. Проехали заправочную станцию, Байкальская какая-то топливная компания. Бензин 45 рублей с копеечками. Здесь цены на бензин довольно-таки низкие по сравнению с нашими 56-58 рублями. Поэтому здесь очень даже приятно ехать на бензине. Всего лишь. Так, надо принять правее и ехать прямо. Мы же по правилам ездим. Вот, городок Куйтун. Ну, я бы сказал, конечно, это деревня, судя по зданиям. Это даже на пригород не похоже. Населенный пункт Куйтун. Не город, но как-то вот так. Вот такая вот сибирская деревня. С мосточками деревянными. С высохшей речкой. Вот какой-то новый автотракторный запчасти, магазин новый. Вот местные жители, магазины, шиномонтажки. Ну так, через трассу, то, соответственно, здесь все эти прелести, как говорится, и есть. Погодка потихонечку улучшается. Заправка чуть подороже, 45,90. 45,40. Гостиница тут же есть в Куйтуне. Видно, что такая свеженькая. Здесь что-то вроде центральный, как сказать, куча магазинов, универмаг, да. Ну, центр, скорее всего, этой деревни. Там выше еще администрация. Так, надо пешехода обязательно пропустить. Едем дальше. Ну, здесь вот единственный, как бы, скоростной режим, всего лишь 40 км в час по городу. Здесь движуха людей. Да, здесь много людей. Видно, люди в куртках, в шапках. Холодно все равно. 1 июня. Да, это, кстати, первый день лета. Сейчас мы посмотрим, сколько тут у нас показывает. У нас показывает 11 градусов тепла. Это кошмар, конечно, для первого дня лета. Ну, ничего, так бывает. Налево. Я так думаю, скоро будет выезд из деревни по Яндекс.Навигатору. Ну, обычная деревня. Ну, не захудалая, ну и не шикарная, там, не красивенькая, там, всегда, что люди богато живут. Видно, что не богато. Ну, как-то вот так. Ну, в общем, мы ее уже практически и проехали. Ладно, едем дальше. Сейчас посмотрим мост. Наверное, все поназаписывает. Какой тут подъезд. По-моему, там через мост, потом какими-то там тропами козьими через город мы будем пробираться. Вот такие вот тут домики вдоль дороги. Ну, это не центр города, это, конечно, въезд еще. Маршрутки везде одинаковые, только здесь они вообще какие-то страшные, гнилые. Грязные, ржавые. Бензин на какой-то АЗС No Name 46 рублей, есть еще по 43. Да, здесь вот 43,50, 92-й, сибирский регион. Пазик едет ровно посередине, значит мы тоже за ним ровно посередине поедем. Остановки гаденыш проезжает, не пропускает нас вперед. А тут какая-то... Даже номера, смотрю, его не видно. Да. У нас и то мы с Чертикудаха едем, и то у нас номер протертый, все такое, все чистенько. А тут вообще... Речка так, Ия. речка Ия. Широкая. Река, не речка. Ну, после Лены они все, если честно, речки. В ту сторону мы всегда здесь плутаем, может и сейчас тоже там. Нет, стрелка прямо. Стрелка прямо, да. Но все возможно. Ну вот тут, получается, уже выехали в пригород, грубо говоря, промзона, и опять сейчас заедем в частный сектор. Опять насекомые появились, опять у нас стекло все грязное, дома разрушенные или недостроенные. Поверните направо. Не, это... Компьютерный голос сообщает о поворотах. Хорошо. Через 500 метров. Круговое движение. Третий съезд. Даже круговое движение. Круговое движение. Третий съезд.
молодец. Какой-то тут у нас проблемный участок опасный. Идем с придорожного кафе. Какие манипуляторы. И не разомнешься, ты такой ветрищик. Да, холодно. ветер, да, действительно. Хотела, думала, тоже там поразмять. Мгм. такой А тут как бы ветрищик. бегом-бегом, скорее бы в теплый салон. Как бы голову не Папа, оторвала. вот три. Папа, вот три. Чего? Вижу. Так, все. Ой, а блин. Так, сядь, пожалуйста. Все, мы снова в пути. А тут какая-то интересная конструкция из бетона. Написано «Счастливого пути» и серп и молот. Как было круто раньше. Вот такая вот тут природа. Это мы, короче говоря, едем до Тайшета. Алзамай проехали. Едем до Тайшета. Чуть-чуть за соточку и все, и ровненько все. Показать-то особо нечего. Наверное, это идеальная дорога. Вот видите, да, сколько передо мной много машин. Нисколько. Вот, покушать. У причала, потому что там какая-то речка. Тайшетка, по-моему, да? А мы такие... Короче говоря, заехали. Ну, заехали мы в кафешку. А тут прям вот так вот все. Там бар, шампанское, ну, обслуживание. Вот смотрите, мы просто вот сделали заказ, подошла девушка, положила нам салфетки, приборы. Это как в Праге. Да, это уже почти Дорожное ресторан. не кафе, а ресторан. Ну, Ну ты хочешь, чтобы что, добавишь? Наш стол здесь, сюда ну и... туда. Ну, смотрите, какое все красивое. Пойдем рыбок посмотрим. Пойдем. Пошли. Аквариум. Потом с отпуска приедем, тоже будем аквариум Вот поставим. типа я целый. Смотри, какой. Да, у нас когда-то похожие были, мраморные. Смотри, вот такой. О, видишь? Какой нож. Да? Очень вкусно, очень уютно. Есть Wi-Fi бесплатный. Обслуживание. Обслуживание вообще просто на высоте. высшем уровне. Ресторанское обслуживание. Ресторанные, как правильно, не знаю. Очень приятные молодые люди. Да, вот просто приятные впечатления. Лучше, я не знаю даже где. Лучше пока не было. Пока не было, да. Так что всем рекомендуем. В общем, это кафе причала находится на реке Тайшетка, 680 километров от Иркутска. Река Бирюса. Вот она какая. Вот после поста ГАИ. Новая пойма. Кончилась новая пойма. Вот такая она была. Все равно 50. А что это за город у нас? Я тоже не знаю, что это за город. Ну, деревня какая-то? Ну, такая. Улицы есть. Да, улица есть она. До этого был Нижний Ингаш, а теперь Верхний Ингаш. На юг я выбрала один. Я летом езжу только в Крым. На море вся преображаюсь, каюсь. Мой аэробический дренаж поднял такой ажиотаж, что на ногах стоит весь пляж.
как были дороги стрёмные, так и остались. Короче, вот такая тут дорога как была, как сказать-то, никакая. Вот так и осталась. Кант, город хорошего Через асфальта. 500 метров поверните направо. Вот такие вот дороги, весь дистанс. Зато есть вот гостиница «Медведь». Нормальный асфальт, автобан, по-русски. Тут даже знак 40, чтоб сильно не разгонялись. Вот и приехали в Пробку. Вот такая река. Не знаю, правда, что за река, можно потом посмотреть. Мужчина мой, серпы молот и звезда, как это трогательно. Серпы молот и звезда. Ой, мы на финишной прямой, осталось 200 километров до Красноярска. Финишная промежуточная прямая. Первый раз едем здесь при солнечном свете. Вот такие пейзажи. Подстриженные газоны. Интересненько. Ой, вот мы подъезжаем к Красноярску. Очень пытались до заката. Да, хотели до заката, но солнце еще есть, наверное, сколько-то там. 50 километров еще. Да. Пардоньте за грязное стекло, но вода кончилась, а машкара нет. Осталось 30 километров. Эти фуры тут одолели, вот буквально последние 150 километров. Вот такая вот лабудень идет. Обгонишь фуры, группу, в следующей пристроишься. И мне, короче, надоело это, я устал. Я решил в этом потоке посерединке так и ехать. А, кстати, солнце тут тоже, вот что-то вот мы едем туда, солнце постоянно в глаз прямо светит. Вообще вот минут, наверное, 20 назад невозможно было ехать просто-напросто. Ни хрена не видать. Красноярск в тумане. Все 20 километров показывает на